Добрый день, уважаемые абитуриенты. Меня зовут Хайруллин Артур Амильевич. Я председатель предметной комиссии по рисунку. Работаю на кафедре изобразительного искусства. Преподаю рисунок, живопись, композицию. Сейчас я для вас проведу консультацию по вступительному экзамену по рисунку. Расскажу о форме, процедуре, особенностях проведения их экзамена. Дам небольшие методические рекомендации по выполнению работ. Расскажу о критериях оценки, покажу примеры абитуриентов прошлых лет поступления. И в конце видео дам список литературы, который поможет вам в подготовке к экзамену. И также дам адрес электронной почты, на которую вы можете отправить свои вопросы. Приступим. Форма проведения экзамена дистанционная. Вы авторизуетесь на сайте exam.bspu.ru. Ссылка должна быть в вашем личном кабинете. В день проведения экзамена в 9:00 на вышеуказанном сайте будет выложена фотография натюрморта, с которого вам необходимо выполнить рисунок на формате А2 карандашом. Процедура экзамена заключается в следующем. Начало в 9:00. Экзамен продолжается 4 часа. Завершается экзамен в 13:00. Все по уфимскому времени. На сдачу дается одна попытка, пересдачи не предусмотрены. Особенности проведения экзамена есть, их много, но они несложные. Во-первых, вы должны иметь фотоаппарат, либо смартфон с фотокамерой для фотографирования вашей работы. Также персональный компьютер, либо ноутбук для входа в систему. В принципе, это можно сделать и с помощью смартфона. Сфотографировать свои работы, с помощью смартфона зайти в систему и выложить свои фотографии. Следующая особенность заключается в том, что во время экзамена абитуриент не имеет права пользоваться различными источниками литературы, учебниками, пособиями. Также запрещается прибегать к помощи третьих лиц. В случае обнаружения подлога, то есть выявления факта выполнения работы третьим лицом, комиссия имеет вправе аннулировать результаты экзамена. В процессе экзамена нужно сделать промежуточное фото спустя 1,5 часа после начала экзамена. Если начало в 9, то в 10:30 вы берете фотоаппарат, смартфон, фотографируете этот этап и продолжаете рисовать. За 10 минут до окончания экзамена в 12:50 вы фотографируете завершенный этап работы, завершенный рисунок и отправляете эти фотографии в систему. В программе экзамена есть небольшая ошибка. Там указано, что вы должны именовать свои файлы фамилией, именем и отчеством. Этого делать не нужно. Достаточно обозначить фото 1, фото 2 в формате JPEG. Требования к фотографиям сейчас вы увидите на своем экране. Разрешение должно быть не менее 1920 на 1080 пикселей, при максимальном размере не более 5 мегабайт. Если ваш файл будет более 5 мегабайт, могут возникнуть трудности с загрузкой ваших файлов. Постарайтесь, чтобы ваши файлы были не очень большие и не слишком маленькие, потому что при минимальном разрешении мы не сможем оценить качество вашего рисунка. Освещение должно быть равномерным, без затемнений и без вспышек. Желательно фотографировать при дневном свете, и чтобы свет был боковой, приблизительно как сейчас. Боковой слева, боковой справа. Работа должна располагаться перпендикулярно к объективу, без перспективных искажений. Не так, не так и не так, только перпендикулярно. Небольшие методические рекомендации. Натюрморт будет состоять из гипсовой розетки, 2-3 предметов быта, драпировки. Чтобы успеть его выполнить за 4 часа, вам нужно грамотно распределить свое время. Например, вы полчаса можете уделить композиции, определить габаритные размеры вашего натюрморта, масштаб, пропорции, основные расположения предметов в пространстве. Затем посвятить час-полтора построению. Хороший конструктивный рисунок – это половина дела. Нужно правильно построить предметы по законам линейной перспективы, передать пропорции, размерность. И по завершению этого этапа, приблизительно может пройти 1,5 часа, вы можете сделать первое фото. Оставшиеся 2 часа нужно посвятить тональной работе, потому что это самый трудоемкий этап работы. Вам необходимо сделать хорошее обобщение, набрать тон, определить тональную разницу, выявить воздушную перспективу, сделать моделировку формой тоном. Это очень огромный объем работы, поэтому ему нужно уделить чуть больше времени.
Чтобы набор тона был убедительным, быстрым, используйте мягкие карандаши. Если будете штриховать твердыми карандашами, это займет у вас гораздо больше времени. Используйте карандаши мягкости 4, 5, 6 и более. Критерии оценки работ. Всего 5 критериев. Композиция, построение, светотеневая моделировка, световоздушная перспектива, техника. Давайте остановимся на каждом критерии более подробно. Композиция. Композиция не должна быть слишком большой или слишком маленькой. Она должна быть соразмерна вашему формату. Она должна быть гармоничной. То есть натюрморт не должен упираться в края формата и при этом не должен плавать в этом формате. Второй критерий – построения. Как я уже говорил выше, хороший линейно-конструктивный рисунок – это основа всего рисунка, это половина дела. Линейно-конструктивный рисунок подразумевает правильное построение, правильно пойманные пропорции, размерность, расположение предметов, построение предметов с учетом линейной перспективы. Третий критерий – светотеневая моделировка. Здесь необходимо с помощью тона вылепить форму, показать тональную разницу между предметами, показать текстуру, фактуру материала. Все это называется светотеневой моделировкой. Четвертый критерий – световоздушная перспектива. Очень важно, чтобы в вашей работе присутствовала плановость. Передний план, средний, дальний план. Зачастую бывает так, что абитуриент увлекается какой-то маленькой деталью на втором плане, и она выходит вперед, а передний план при этом отсутствует. Это вот типичная ошибка. Нужно сразу обозначить передний план и плавно увести в световоздушную перспективу второй план. Пятый критерий – это техника. Здесь мы оцениваем культуру штриха, умение штриховать по форме. Здесь мы оцениваем технические, эстетические принципы работы. Все работы оцениваются по 100-бальной системе. Сейчас я подробно объясню, как они ранжируются. От 0 до 50 – это неудовлетворительная оценка, то есть в этой работе есть серьезные ошибки по многочисленным позициям. От 51 до 70 – это удовлетворительная оценка, то есть есть грубые замечания по 2-3 позициям, или, допустим, мелкие замечания по всем позициям. От 71 до 90 – это хорошо. Есть незначительные ошибки по некоторым позициям, либо серьезная ошибка по одной какой-нибудь позиции. Например, человек замечательно все построил, замечательно заштриховал, закончил работу, но при этом у него очень неудачная композиция. Пример такой работы я вам покажу позже. 91 и 100 – это отличные работы. Такой диапазон пятерки очень узкий. Сейчас на примере вступительных рисунков прошлых лет я вам покажу, как происходит анализ и оценка вступительных рисунков. Работа номер 1. На первый взгляд неискушенного зрителя данная работа может показаться отличной, возможно идеальной для 4-часового рисунка, поскольку в ней есть аккуратность, чистота, легкость исполнения, эстетическая правильная штриховка, передающая фактуру и текстуру материала. Это все есть, это все видно, но при всех плюсах данной работы в ней есть пара недостатков. Первый и самый важный недостаток – это композиция. К сожалению, композиционный центр смещен вниз, а он должен быть чуть выше геометрического центра, который расположен на пересечении диагоналей, либо совпадать с геометрическим центром. В данном рисунке автор оставил слишком много места сверху, и треть формата просто не работает. Возникает желание срезать верхнюю часть, либо добавить формат снизу. То есть здесь мы наблюдаем не самое удачное композиционное решение. Второе замечание – это отсутствие границ плоскостей. В частности, горизонтальной плоскости, на которой расположен натюрморт. Из-за этого возникает ощущение, что натюрморт повис в воздухе и как бы парит в пространстве. Мы с вами живем в трехмерном пространстве, где можно наблюдать ширину, высоту, глубину объектов. И чтобы передать трехмерность в рисунке, желательно обозначать границы плоскостей. Причем передние грани должны быть более контрастные и внятные. Учитывая вышесказанные замечания, данную работу я могу оценить на 80 баллов. Но кто-то из моих коллег, членов комиссии, может приложить 90 баллов. В сумме получится 170. Средний арифметический балл составит 85. Таким образом, коллегиальным решением выставляется оценка за каждую работу. Работа номер 2.
В левом верхнем углу это не оценка, это шифр работы R97. На него просто не обращайте внимания. Давайте эту работу разберем более подробно, опираясь на все пункты критериев оценки. Первый пункт – композиция. Здесь композиционное решение чуть лучше, чем в предыдущей работе. Композиционный центр найден, выделен размером, тоном, расположением на формате. Построение. Построение имеет некоторые ошибки. Обратите внимание на эллипсы кувшина. Нижние эллипсы по правилам линейной перспективы должны быть более развернуты, чем верхние. Чем ближе к линии горизонта, тем уже эллипсы. Но автор допустил ошибку, сделав основание кувшина очень плоским. Теперь посмотрите на гипсовую розетку, торец которой достаточно широкий и толстый. Но сам рельеф при этом очень плоский, высота рельефа почти не видна, как будто он расположен фронтально. Но торец гипса свидетельствует о присутствии легкой угловой перспективы. Третье. Светотеневая моделировка. На отдельных предметах светотеневая моделировка очень хорошая, особенно на стакане и кувшине. Но драпировка очень условная. Воздушная перспектива. Она решена, края драпировки и фон плавно уведены на второй план, это хорошо сделано, но решение было бы более убедительным, если автор вылепил переднюю грань горизонтальной плоскости, сделал бы пару хороших складок, чтобы как-то обозначить передний план. Пятое. Технические навыки. Технические навыки у автора есть, но их надо совершенствовать. Учитывая все плюсы и минусы данной работы, я бы поставил за эту работу оценку в диапазоне 70-75%. Работа номер 3. Это яркий пример работы, когда абитуриент не рассчитал время и, как следствие, не успел завершить рисунок. Поэтому очень важно правильно распределить время. Полчаса выделить на компоновку натюрморта, определить масштабность, основные пропорции предметов, их расположение на формате. То есть уделить композиции приблизительно полчаса. Затем приблизительно час-полтора уделить построению и оставшееся время посвятить тональной работе. Обобщение, лепка формы, воздушная перспектива, правильное светотеневое решение. По данной работе могу сказать, что автор великолепно справился с композицией, отлично построил натюрморт, хорошо начал работу в тоне, видно, что он имеет художественную подготовку и хорошую технику, но объективно работа не закончена, имеет чувство незавершенности. Учитывая все плюсы и один недостаток, я бы поставил за эту работу оценку в диапазоне 80-90%. Следующие два примера – это отличные работы, в которых выполнены все требования, предъявляемые к вступительным рисункам. Работы были оценены комиссией в диапазоне от 91 до 100 баллов. И еще одна работа, думаю, ее нужно показать, чтобы вы имели представление о том, за какие рисунки ставят низкие баллы. Здесь видно, что автор не имеет начальной художественной подготовки, здесь нужно много работать, учиться, осваивать основы изобразительной грамоты, то есть надо здесь еще подтянуться. Эта работа не конкурентоспособна, имеет оценку ниже 50 баллов. Сейчас я вам порекомендую литературу для подготовки к экзамену по рисунку. Первый источник – Кирцер «Рисунок и живопись». Это практическое пособие для начинающих. В этом пособии подробно описывается, что такое линейная, воздушная перспектива, объясняется, как строятся простейшие геометрические тела. То есть это пособие идеально подойдет для начинающих художников. Жабинский «Рисунок». Это учебное пособие для среднепрофессиональных образовательных учреждений. То есть эта книга подойдет как для начинающих художников, так и для людей, которые уже имеют начальную художественную подготовку. Третий источник – Николай Ли «Основы учебного академического рисунка». Это настольная книга многих студентов художественных направлений.
Здесь очень подробно описываются все основы изобразительной грамоты, хорошего текстовое описание. И эта книга есть в отсканированном варианте в одной из групп ВКонтакте, которую сейчас я тоже хочу вам порекомендовать. Это электронный источник, группа ВКонтакте «Академический рисунок». Ссылка на экране. Это интересный ресурс. Администраторы часто обновляют свои альбомы. Там представлены хорошие академические работы. На них можно равняться, смотреть, копировать. Внизу адрес моей электронной почты. Все возникшие вопросы отправляйте туда. В течение дня постараюсь на все вопросы ответить. Желаю всем творческих успехов, удачи на экзамене. Большое спасибо за внимание.